никто не хочет болеть. Те, которые не болеют, стараются сохранить свое здоровье. На самом деле, в обычной жизни ни одна женщина не застрахована от болезни. Причин очень много, разных. И не всегда зависит от самой женщины. Еще раз повторю, что не всегда зависит от самой женщины. Например, от климата, от экологии, от профессии, от качества продукта, от качества человека, с которым вы живете, от общения, от негативного воздействия со стороны. И причины могут быть еще другие. Например, от стресса, от неправильного питания, ранней половой жизни, аборт, тяжелая физическая нагрузка, серьезные болезни других органов, которые влияют на женское здоровье. И простуда, инфекция, неправильный образ жизни, табакокурение, употребление спиртных напитков и так далее. Кстати, в России очень холодно, как вот видите. Это тоже является одной из главных причин женского заболевания. Вы знаете, если простудили ноги, у кого-то начинает болеть горло, у кого-то сразу болит из живота. Сегодня здесь я могу рассказать одну очень простую рецептуру, которая очень полезна для этого. Это очень простая, в принципе, вы можете писать. Возьмите имбиря 100 граммов, черный перец 50 граммов, длинный перец 50 граммов. Это все, в принципе, продается в рынок. И эти все, еще раз повторяю, имбиря 100, длинный перец 50, черный перец 50. Все эти должны быть молото. И все три ингредиента вместе перемешать со сливочным маслом, чтобы образовалась каша. И каждый день мажете ступни в течение 2 месяцев. А потом можете мазать, когда это будет необходимо. Из разных причин возникает 40 с лишним видов болезней, которые написаны в древней медицине. В том числе 5 видов болезни матка, 9 видов опухоли. Каждый вид опухоли могут быть доброкачественные, так и злокачественные. 16 видов болезни каналов, инфекции, акушерские заболевания и так далее. Именно от этих заболеваний страдает очень много женщин. Тибетская болезнь канала – это на самом деле является болезнью эндометриоза. 3000 лет назад тибетцы уже пишут, что эндометриоз матка, эндометриоз яичников, эндометриоз кишечник, эндометриоз легкого, эндометриоз глаз. Эндометриоз глаз симптом бывает, что во время месяца из глаза течет кровь, хотя это очень редкий случай, но есть. Современная наука только недавно узнали, что существует эндометриоз глаз. В тибетской медицине каждое заболевание имеет соответствующие методы лечения и рецептуры. Большинство женских заболеваний относятся к приобретенным и некоторые генетическим заболеваниям. И существует хронические заболевания, которые никто не может вылечить. Например, отсутствие матки, то есть матки нету. И есть еще одна группа заболеваний, которая излечивает сама иммунная система женщины. То есть без лечения болезнь проходит сам себе. Кроме этих заболеваний существует еще одно очень интересное заболевание по тибетскому, которое называется болезнь Чунэ. Если это будет переводить на русский язык, то получается болезнь Фокс.
вы знаете, что фокус означает то, что происходит, и то, что показывают, это все неправда. Вот женское организм есть такие, также может показывать некоторые женские заболевания, как фокус. Конечно, когда видишь, на вид иногда страшного, аж ужасно по телу, но раз и исчезло. Например, эрозия шейки матки. Это на самом деле является нормально физиологическое состояние женщины. Просто клетка ткани из внутренней шейки матки мигрировалась в наружную шейку матки. Конечно, как будто губа вывернула. Если смотрите, губа наружная одна цвета, а внутренняя другое. Если кого-то вывернут губа, это чудо. Вот у женщины есть такие полезные фокусы. Но женщина обычно после 40 эрозия проходит сам собой без лечения. Просто наблюдать. Только нельзя путать с дисплазией шейки матки. Это уже не эрозия шейки матки. В современной науке эрозия шейки матки называется эктопия. Также не включена в международную классификацию болезни. Очень много современных ученых утверждают, что многовековая тибетская медицина имеет самое глубокое исследование в области женских заболеваний среди всех мировых медицинских медицин. Многие болезни, которые написаны в тибетской медицине, даже современная наука не может объяснить. Например, болезнь Кчана. Тибетский К означает сперма, Кча – это рак, то есть рак сперма. Вот у женщин есть такие опухоли, которые образовались от некачественной спермы. Еще, например, в древней тибетской медицине написано, что яйцеклетка играет очень большую роль в процессе зачатия. И она одновременно является шлаком, то есть подобно как кала, моча, пот. Надо вовремя выводить из женского организма как отхода. То есть это необходимо для полноценного метаболизма. А то могут возникнуть следующие заболевания. Без причины не могут возникнуть женские заболевания. Даже один симптом имеет очень много значения. Например, болезнь менструации. 70% женщин, у кого есть болезнь менструации, имеет женское заболевание эндометриоз. 50% женщин с эндометриозом страдает бесплодием. Лично я использую самые древние методы лечения и плюс свое биохимическое знание создано собственно авторский метод лечения. Благодаря этому на свет появилось более 2000 новых жизней. То есть у меня наличие более 2000 фото с детьми, которые родились после моего лечения. Конечно, каждый родивший не придет после родов. На самом деле, по моему счету, должно более 5000 детей. Очень много женских болезней препятствует женщине забеременеть. На самом деле, это и есть женское бесплодие. Если вы лечите эти сложные заболевания, почему женщина не должна забеременеть? Так ли? Спасибо.